В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Республиканская инфекционная больница может появиться в Якутске. Этот вопрос обсудили глава Якутии и министр здравоохранения России. О чем еще шла речь? Еще 11 километров нового дорожного полотна. Работы на автодороге НАМ продолжаются. Что уже сделано и что предстоит. Как провести короткое, но жаркое якутское лето? Тур по Якутии в материале нашего корреспондента. Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по федеральному бюджету. Владимир Путин напомнил, что в апреле ВВП страны снизился на 12%, а в мае на 10,9%. В рамках совещания глава государства подчеркнул, что на данный момент самая главная задача экономической политики – восстановить уровень занятости. По словам главы государства, несмотря на возвращение многих компаний к нормальному режиму работы, в стране тем не менее сохраняется высокий уровень безработицы. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание коллег на то, что в связи с принятием поправок в Конституцию власти должны учитывать настроение граждан на трехлетний бюджетный период. На рынке труда все еще сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла гораздо в меньшем объеме, чем в некоторых других странах. Но все-таки она подросла. Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы. Отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 миллионов человек. Тоже здесь все понятно. Мы когда подняли значительно вот эту планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в службы, соответствующие за этими средствами. Когда они выросли, люди туда пришли. Но все-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они остаются до сих пор без работы. И сейчас самая главная задача нашей экономической политики – восстановить уровень занятости. Айсан Николаев в Москве встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. В ходе рабочей встречи они обсудили вопросы модернизации Национального центра медицины в Якутске. Учреждение работает уже 27 лет. Ежегодно здесь лечение получают больше 100 тысяч человек. Проводятся высокотехнологичные операции по трансплантации и сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас необходимо приобрести новое оборудование для республиканской больницы. Глава Якутии предложил поддержать финансирование этого проекта из федерального бюджета в рамках реализации национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года. Также во время встречи стороны обсудили строительство республиканской инфекционной больницы на 245 мест в Якутске и создание на ее базе ковид-центра. Вопрос появления такой больницы назрел давно, пандемия сделала его более актуальным. Мы просили бы вас поддержать нашу идею о строительстве по линии ФАИПа такой инфекционной современной больницы по проекту, уже который сегодня используется в других городах России, например, в частности в Казани. Вот, привязку его сделать и сделать его так называемый под ключ, который сейчас Минстрой предлагает. Теперь к последним данным по коронавирусу в Якутии, который озвучил региональный оперштаб. 55 новых случаев COVID-19 выявили в республике. Больше всего заболевших в столице региона – 42 человека. 5 новых случаев в Хангаласском районе. 4 заболевших в Алданском районе – это пациенты Томодского психоневрологического интерната. По 2 больных в Мирнинском и Татинском районах. За сутки из больницы выписали 97 человек. 1 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. 5 случаев у нас возникло и зарегистрировано в Хангаласском улусе. Я хочу отдельно обратить внимание на эту ситуацию.
А Хангаласский, Улус-Мегино, Кангаласский и Намский, они достаточно рядом находятся в городе Якутске. И те тенденции по тому, как ведет себя заболевание в городе Якутске, они переходят сегодня и на наши ближайшие районы. И поэтому сегодня уже в Хангаласском Улусе регистрируются не завозные случаи, а случаи, связанные с поднятием температуры. Поэтому, безусловно, при первых же признаках острых респираторных вирусных заболеваний вызываться должна скорая помощь. Это касается всех жителей республики. И, соответственно, со стороны врачей проверяться и действовать, осуществляться все действия, связанные с возможным подозрением на коронавирусную инфекцию. Поэтому вот здесь, говоря о Хангаласском Улусе, необходимо обратить сегодня уже на эту тенденцию. Эта же тенденция есть у нас сегодня и в Мегинском, и в Намских районах. Смогом от лесных пожаров накроет 6 районов Якутии – Верхоянский, Горный, Усть-Алданский, Кобяйский, Тампонский и Жиганский. Связано это с отсутствием осадков и усилением южного и юго-восточного ветра до 5-10 метров в секунду. В населенных пунктах республики проводится непрерывный мониторинг задымленности. По последним данным, в Якутии бушует 191 природный пожар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализированные полосы. Лесные пожары за последние сутки тушили более 1000 человек, задействовали 117 единиц техники. Ход капитального ремонта региональной автодороги НАМ проверил первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников. Трасса на протяжении нескольких лет оставалась одной из самых проблемных в регионе. В этом году здесь запланирован большой объем ремонтных и строительных работ на общую сумму 600 миллионов рублей. В настоящее время дорожники ведут работы на участках от 38 до 44 километра и от 78 до 86 километра, а также на участке Намцы-Хатырык. В прошлом году 9 километров автодороги НАМ до села Мадут были приведены в нормативное состояние. В этом году капитальный ремонт продолжается на участке автодороги протяженностью 11 километров до села Хатырык Намского района. На отремонтированном участке проведут работы по обустройству тротуаров, установке уличного освещения и дорожных знаков. И здесь 10 километров вот, в сторону Хатырыка есть поручение главы республики до столетия Якутской ССР, до родины Максима Кировича Амусова асфальт положить. Но мы идем с опережением. Вот в следующем году мы уже дойдем до села. И я дал поручение, чтобы в самом селе тоже асфальт положили с уличным освещением и с тротуарными дорожками. В Алдане проходят проверки индивидуальных предпринимателей на предмет наличия договоров и оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Мера вынужденная, долги населения и организации района продолжают расти. Да, я вижу, я знаю. Экологический надзор. Контролирующие органы обещали прийти к предпринимателям и, наконец, пришли. Проверка, инициированная прокуратурой района на предмет обустройства мест для мусорных контейнеров и вывозу твердых коммунальных отходов, началась. В сегодняшний день предприниматели не торопятся исполнять требования закона. В соответствии с этим и возникла такая потребность проверять. Потому что мы посетили сейчас 3 объекта. Ни на одном из объектов договора на вывоз с региональным оператором у предпринимателя не было. Население, организации и учреждения района задолжали региональному оператору 18 миллионов рублей. И это только те, кто закрепил отношения с региональным оператором на бумаге. Как оказалось, заключить договор на вывоз мусора не всегда получается. Мы неоднократно пытались заключить договоры с МУП-переработчиком через их собственный сайт. Сайт выдает некорректность данных. Пробовала и через бухгалтера заключить, в итоге все равно это было бессильно. Звонила их работникам, соответственно, с одного на второй номер перекидывали, так ходила по кругу, ничего не получилось. Конечно, мы не против заключить договор, все, поставить контейнер, но опять же, у нас есть подростки, которые переворачивают контейнера, поджигают, кидают соседних домов мусор. Закон о вывозе и переработке ТКО продолжает пробуксовывать на местах, однако его незнание не освобождает от ответственности нарушителей. Для начала им выносится предупреждение, потом пойдут штрафные санкции. На данном этапе проверки пока никаких мер не предпринято. По результатам исследования документов, которые представлены индивидуальными предпринимателями, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Также будут вынесены представления об устранении нарушений законодательства. Представительная комиссия только начала свою работу. По требованию прокуратуры предстоит проверить более 30 объектов, которые попали в черный список. Исключат ли данные меры реагирования нелегальную процедуру избавления от твердых отходов, покажет время. А пока тара сжигается под покровом ночи, а всем остальным мусором усеяна дорога на городскую свалку. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Пандемия внесла существенные коррективы в планирование летнего отдыха не только у жителей нашего региона, но и многих россиян. Пока заграничные туры только начинают возобновляться, якутяне, чтобы не потерять жаркие дни короткого якутского лета, вовсю посещают туристические места Якутии. Что актуально среди жителей столицы и что можно посетить в эти дни, расскажет Дмитрий Тымыров. Ленские столбы, турбаза Еланка, Булус – это не полный список мест, куда традиционно каждое лето выезжают жители столицы. С переходом на второй этап снятия ограничительных мер на территории региона заработали многие места отдыха и туристические базы. На сегодняшний день в Республике Саха-Якутия действует 33 туристические базы с соблюдением мер по профилактике коронавирусной инфекции, которые утверждены санитарным врачом Российской Федерации. Соответствующие письменные обязательства были получены Министерством предпринимательства, торговли и туризма республики от всех действующих объектов. Практически в каждом районе есть у нас туристические объекты, но большинство, конечно, в Хангаласском, Намском и Амгинском районах. Так, из-за закрытия авиасообщения со многими туристическими странами этим летом поддержку среди населения страны, в том числе и республики, получил местный туризм. Особенно актуальны среди жителей столицы индивидуальные туры. Об этом говорят предприниматели в сфере туризма. Сейчас якутяне посещают близлежащие туристские комплексы, как Булус, Курулюр, национальный парк Ленские столбы, Токулана. И активные сейчас сплавы, пешие прогулки и просто выезды на природу. Иннокентий – инструктор-проводник. Он как раз занимается организацией индивидуальных туров в Якутске. Только с начала снятия ограничительных мер он уже провел более 15 выездных туров с жителями столицы. Услуги мы предоставляем именно туристического характера, то есть это у нас сплавы, походы по равнинной местности, в горной местности, вот мы экстремальный туризм. В общем, весь активный туризм у нас представлен. Спрос у нас, конечно же, очень большой с каждым годом. У нас туристов все больше и больше, как приезжих, так и наших местных из Якутии. И возим мы по всей Якутии. Как рассказывает Иннокентий, при разработке туров он не только полностью прорабатывает маршрут, но и учитывает все нынешние требования по индивидуальной защите каждого человека от пандемии коронавируса. Если у нас там раньше были большие сборные группы, то сейчас мы стараемся делать такие маленькие компактные группы. И даже если у нас такой большой тур, то мы разделяем там группы по 8 человек, не больше 8 людей. Соответственно, у этих 8 людей отдельно свой стол, отдельно свое костровое, у каждого своя индивидуальная посуда, чтобы это все не смешивалось, чтобы у каждого там все было свое. И вот и все группы у нас, получается, держатся обособленно. По словам Иннокентия, также стали актуальными туры в северные и арктические районы Якутии. Между тем, как сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма региона, сейчас власти Якутии рассматривают проект по созданию туристических мест и маршрутов в промышленных городах и районах Якутии. 7 июля было подписание соглашения по развитию промышленного туризма между Агентством стратегических инициатив и главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. В рамках этого проекта будут разработаны экскурсионные программы, которые включают посещение объектов промышленного туризма региона. И туристы смогут посещать не только промышленные объекты, которые занимаются добычей полезных ископаемых, но также предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством. Сейчас Министерство предпринимательства проводит прием предложений от районов Якутии, а также от индивидуальных предпринимателей, которые бы могли предложить уникальные проекты по этому направлению. Самые интересные из них будут рассмотрены уже на высшем уровне. Ну а пока короткое якутское лето вовсю радует жителей региона теплыми и жаркими днями. Мы просим жителей республики быть предельно аккуратными и соблюдать все меры безопасности, ведь от этого зависит отдых ваших родных и близких.
и вас самих. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. На этом пока все. До встречи.